Я вас всех приветствую. Хочу рассказать вам несколько интересных историй из моей жизни с тем, что я сам в реале сталкивался. В общем, хотел рассказать о своем достаточно достаточно богатой практике работы охранником. И хочу сказать, что там действительно порой встречаешься с какими-то сложно объяснимыми вещами. С некоторыми из них контактирую, кстати, постоянно и даже привыкаешь на самом деле. В общем, расскажу обо всем по порядку. Начал подрабатывать в охране еще в студенчестве на одном из объектов. И могу сказать, что объект был на самом деле спокойный, потому что там я работал года два, оставался на ночь, и там ничего не происходило совершенно такого сверхординарного, даже не было каких-то посторонних шумов, хотя посторонние шумы можно было все списать на работу ночного клуба, который находился рядом, и одно из помещений, оно было прямо через стенку, через туалет. В общем, поэтому любые шорохи, любые разговоры и так далее, которые я слышал, я понимал, что они происходят в том же здании, просто в другом помещении. Вот. Собственно говоря, с самыми интересными вещами я начал сталкиваться гораздо позже, потому что после окончания университета я искал работу и был вынужден какое-то время подрабатывать в охране. То есть это было основным видом моей деятельности. И впервые с прям таким реальным случаем встречи с паранормальным я столкнулся в ночном клубе. Сейчас его нет, поэтому могу назвать его, это клуб Стелс. В общем, там, когда остался на дежурстве, немножко вернемся назад. В общем, коллеги меня периодически пугали, то что на камерах что-то видно, иногда мелькает какое-то движение и так далее. Хотя каких-то конкретных баек мне не рассказывали. И насчет того, что что-то видно и так далее, это я понимал, что это просто надо мной шутят, меня пытаются напугать и так далее. Тем более, когда оставался один, я смотрел в камеры, там действительно что-то пробегало, но это на самом деле просто была, просто это было несовершенство оборудования. Там периодически по экрану пробегала вот так вот полоса. Если краем глаза смотреть, то действительно может показаться, что как будто там что-то пробежало. Хотя, когда я наблюдал за экраном, я видел то, что ничего такого особого не происходит. Но бывали, конечно, вещи, которые просто меня пугали. Это, например, однажды ночью одна из сотрудниц, оказывается, решила заночевать в самом здании клуба и ночью пошла в туалет. Я, сижу, смотрю фильм ночью один, и вдруг слышу, что-то гремит. Я такой думаю, ничего себе, как в мультике, что ли, Кентервильское привидение, которое гремит цепями. И я на всякий случай схватился то ли за дубинку, то ли за газовый пистолет, я уже не помню. И тут появляется заспанная коллега, она, оказывается, пошла в туалет. Я еще у нее спрашивал, оказывается, ей просто нужно было утром рано в поликлинику рядом, а спать-то нужно всего ничего. Поэтому она решила сэкономить время и переночевать на рабочем месте, чтобы было ближе идти. Вот, чтобы поспать чуть-чуть подольше. В общем, так. И реальный случай, он у меня произошел однажды ночью. Ночью я лежал в гардеробе, при этом я не спал, просто лежал, я не помню, там, то ли в телефоне копался, то ли что. И в это время я услышал шаги. При этом у меня в гардеробе была открыта форточка, я думал, что это, возможно, с улицы шум идет, и мне просто эхо попадает с противоположной стороны. Поэтому я никакого внимания особо не придал этому. И вдруг слышу и понимаю, что шаги идут с самого танцпола, и это были женские шаги на каблуках.
такие цок-цок-цок-цок-цок, приближаются и проходят мимо гардероба. А гардероб как бы от коридора, он отделен просто перегородкой. То есть там сверху свободное пространство, и снизу я не помню, было или нет. Но, в общем, это просто была деревянная перегородка, ширма. И она, получается, мимо этой ширмы проходит через меня. Я такой лежу, слушаю, удивляюсь, потому что перед тем, как все закрыть, я делал обход, то есть там посторонних лиц не было. Я такой вскакиваю, выбегаю в этот коридорчик, а она, получается, прошла вообще в самый конец коридора. Я такой выскакиваю, там никого. И единственная открытая дверь в этом коридоре — это комната охраны. Там очень-очень маленький кабинетик, как раз где расположены был экран от камер. Собственно, там еще был сейф, полки, и там больше ничего не было в кабинете совершенно, ну и стул. Я такой забегаю в этот кабинет, смотрю, оказывается, там, в принципе, никого, оказывается, нет. Я беру еще те ключи, которые у меня есть, и начинаю проверять все помещения, к которым у меня был допуск. И, соответственно, я никого не обнаружил. Это было, конечно, интересное явление, потому что, во-первых, я поначалу не мог найти объяснение, почему женские шаги, почему они прошли мимо меня, почему больше ничего не происходило, ни до, ни после. И другие охранники тоже ничего рассказать не могли из тех, кто там оставались уже после закрытия заведения. И, в общем, чем дело закончилось, я спрашивал еще у администратора. Администратор говорит, что у нас в клубе никто не умирал. Я такой думаю, ну ладно, пускай. Потом я услышал такую историю, то что смерть все-таки там была, но, возможно, она была как бы не в самом клубе, а рядом. Или по пути из него, или как-то так. Но она не была связана с криминалом. Я слышал то, что у одной девушки был порок сердца, и она пришла в клуб, выпила, я не знаю, танцевала или не танцевала, но, в общем, она как бы, ей там же стало плохо, она потеряла сознание, и она вскоре умерла. Я не знаю, где конкретно, возможно, как бы это ее призрак был или что, я точно не могу сказать. Вот. Потом я работал в другом заведении. Этого заведения тоже нет, поэтому могу рассказать. Это был Джет. Там также рассказывали различные байки. Кстати, это здание расположено было тоже не так далеко от бывшего стелса. Бывший стелс — это здание автовокзала. Место такое как бы несколько злачное до сих пор. И, собственно, Джет, он располагался буквально через дорогу от него. И там тоже мне рассказывали всякие вещи, правда, я в них не верил. То есть там мне рассказывали, что один из сотрудников решил лечь спать, и то, что вдруг внезапно ночью включилась сама по себе музыка, и там начал играть тяжелый рок. И как бы от этого он очень сильно испугался. Потом говорили то, что там на кухне посуда гремит по ночам. И плюс еще она могла оказываться не на тех местах, где ее оставили. Ну, то есть там вообще типа полтергейст вовсю бушует именно на кухне. И якобы один из сотрудников ночью просыпался идти в туалет, и ему встретился человек. И он что-то спросонья этому человеку даже что-то ответил. То есть этот человек у него спросил, как куда-то пройти. И он такой, вот там. А потом что-то внезапно сообразил, что он тут на самом деле один. Вот такая вот была история. Но в нее я тоже особо не верю. Это похоже на такие вот байки, которыми пугают новичков. Но сам я там видел один раз какую-то странную вещь. Опять же, это можно списать на недосып. Потому что в те дни я бывало порой довольно-таки сильно недосыпал, и мне могло показаться. Потому что при сильном недосыпе бывают различные вещи, там можно хоть папу римского увидеть. Но расскажу, что сам видел.
В общем, однажды ночью под конец смены я захожу в ресторанную часть этого клуба. И там уже ресторан закрылся, я прекрасно знал. Я просто зашел проверить, действительно ли там уже никого нет. Заглядываю, там свет выключен, и там работает телевизор. И я прохожу через ресторанную часть уже в отдел, где персонал переодевается и где кухня. Прохожу и вижу, как перед телевизором стоит темный такой силуэт. И я еще подумал, что это официант. День был будний, клиентов было мало. И обычно в такие дни клиентов обслуживал один человек. И, соответственно, официант мог быть там в зале только один. Я такой краем глаза думаю, это он. Открываю дверь. И вижу, так в самом конце коридора он переодевается как бы из формы официанта в повседневную одежду. Я тогда удивился. Потом к нему подхожу, я говорю, ты давно там был как бы в самой ресторанной части? Он говорит, ну, несколько минут, как его уже там не было. То есть он там свет выключил, стулья подвинул и так далее. В общем, такая вот вещь была. Ну, как бы за то, что я видел, я ручаться не могу именно в этом случае. Дальше были истории конкретно про это здание. Была байка, которую мне рассказывали о том, что в этом здании в 90-е годы раньше была фирма на втором этаже. И якобы в этой фирме произошла большая недостача денег, то есть произошло хищение, и все повесили на одного человека, который эти деньги считал. И этот человек, он, как сказать, очень сильно переживал по этому поводу, потому что ему шили дело. И он, короче, из этой ситуации вышел следующим образом. Он повесился в этом здании, и якобы после этого начала происходить в этом здании всякая чертовщина. После этого, кстати, там был ресторан «Медведь», я этот ресторан помню. Потом как раз был клуб, ну и сейчас там уже совершенно другие организации в этом здании. Насколько я помню, сейчас там находится ресторан «Каре». И происходит ли там что-либо такое, я не знаю. В общем, такой вот интересный ночной фольклор. Еще, кстати, мне один из охранников рассказывал, это уже как бы из немного другой структуры. В общем, мне рассказывали о том, что есть определенные здания, в которые охрана ночная заступает как бы не очень, с не очень хорошим настроем, потому что там бывает неспокойно. Такими зданиями считаются это Якутский суд городской, это именно который напротив Дома торговли. Вот. Якобы там на первом этаже есть небольшая клетка. И она обычно не используется, но по ночам бывает такое, что там кто-то кричит. То есть я это слышал от разных людей о том, что там бывают какие-то реально ночные странные шумы. Другим зданием считается это дом правительства номер 2. Это который за самим памятником Ленина в центре города расположен. Вот, это довольно-таки старое здание, и там тоже бывают какие-то посторонние шумы. Я сам, как бывший охранник, могу сказать то, что шумы ночные в больших помещениях это вообще совершенно норма. То есть с такими я сталкивался еще в стелсе. Большое помещение, оно неизбежно будет давать какие-то звуки. Причем могут повторяться звуки, которые происходили днем, или появляться какие-то посторонние звуки. Но они бывают какие-то нестойкие.
Кстати, надо будет, наверное, поэкспериментировать, то есть записывать это на диктофон или как-то еще. То есть там, типа, можно было услышать что-то вроде как хлопка или там шарканье, кто-то как будто ногой шаркнул. На такие вот вещи я еще как бы в те времена не реагировал, потому что я знал, что как бы ничего нет, даже нет смысла проверять. То есть надо реагировать уже на повторяющиеся шумы или когда шумы как бы уже реально громкие. А если они на пределе слышимости и происходят разово, то есть какие-то небольшие шорохи, то на них нет смысла реагировать, тем более особенно если у тебя есть доступ к камерам, где видны все как бы подходы к зданию. Вот. Потом я работал уже в совершенно другом здании, уже много лет спустя. Там я проработал примерно 2 года, и там действительно как бы что-то такое странное происходило. Во-первых, мне несколько людей, которые там работали, бывших работников, рассказывали, что там неспокойно. Но я, опять же, как бы большого внимания этому не придавал. Но потом я сам столкнулся с ночными шумами. Причем шумы были, они такие довольно-таки необычные. В первый раз это было, насколько я помню, на Рождество. Я сидел, я закрылся после того, как все прошли. И я взял ключи и решил прилечь, отдохнуть в одной из комнат на 1-м этаже. Там, потому что была очень удобная кушетка. Она, кстати, была довольно-таки жесткая, и там я решил просто выпрямить спину, чтобы лучше себя чувствовать. В общем, я туда прилег, и первым делом я услышал какой-то странный шум. Это было похоже на шорох пакета. Я такой думаю, что такое? И шум такой без конца повторяется. Пакет шуршит и шуршит. Я еще вспомнил то, что была сломана дверь на балконе на 1-м этаже, где я был. И она была заклеена скотчем. То есть, это временно, пока ее не починят. Я такой подумал, что, возможно, отклеился скотч, и от сквозняка скотч отклеюсь, шуршит. Я такой выскакиваю из кабинета, подхожу к балкону, к балконной двери, начинаю ощупывать, скотч везде стоит на месте. Я проверяю еще рукой, идет ли сквозняк, никакого движения воздуха нет. Я еще думаю, странно, откуда как бы пакет мог шуршать вообще. Я потом захожу обратно в кабинет, ложусь и слышу шаги в коридоре на 1-м этаже. Я такой думаю, странно, я же вроде бы за последним человеком дверь запер, ключи мне все сдали, то есть в здании никто находиться по определению не мог. Я такой думаю, может кто-то остался. Все-таки иногда бывало, что кто-то допоздна работал, но об этом легко можно было понять по тому, что мне не сдали ключ, например, от какого-то определенного кабинета. Я такой выскакиваю в коридор, никого, разумеется, там не обнаруживаю. Потом спускаюсь уже вниз в холл и начинаю смотреть в камеры. В камерах там ничего не обнаруживаю такого интересного. И в конце концов я возвращаюсь обратно в тот же кабинет, ложусь и вдруг слышу снова те же шаги. И самое интересное то, что это были шаги именно мои, судя по стуку обуви. То есть, судя по шагам, человек был обут в специфическую обувь, которая была именно на мне. Дело в том, что была зима, но в помещении, чтобы ноги не потели, я носил летнюю обувь. Это были что-то вроде сандалий. И, соответственно, по бетонному полу зимняя обувь, она стучит, гулко так, тук-тук-тук-тук-тук. А летняя, она более легкая, она вот так вот шлепает, так вот шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. И это именно были такого вот рода шаги. Я это запомнил, обратил внимание. И потом, кстати, одна из сотрудниц рассказывала то, что по ночам постоянно слышала шаги. Они начинались после часа ночи. И она специально слушала,
И она поняла, что кто-то имитирует шаги разных сотрудников. Причем на камеру, конечно, это никак не попадало, но самое интересное то, что у меня постоянно срабатывала пожарная сигнализация наверху. В первые разы я прямо специально бегал туда проверять и так далее. Потом уже, когда это происходило практически каждое дежурство, я просто эту сигнализацию выключал. Потом, кстати, это прекратилось. Я не знаю, связано это было либо с неисправностью самой сигнализации, либо все-таки это какие-то потусторонние силы шутили. Но самое интересное то, что я еще приглашал туда в здание одного знакомого человека, который занимался работой с маятником. То есть у него был специальный такой уравновешенный инструмент, который он подвешивал на нитке. Я понимаю, конечно, то, что это обращение к собственному подсознанию, но все-таки как бы некоторые парапсихологи и так далее с такими вещами работают. И он с этим маятником прошелся по всему зданию. И самое интересное то, что я ему рассказывал, конечно, то, что что-то происходило, но я ему не называл конкретные места специально, чтобы он себя не накручивал. Но тем не менее он как раз-таки показал ровно тот кабинет, то, что там, типа, он говорит, самая такая неблагоприятная энергия. Именно тот кабинет, в котором я находился и в котором я слышал шаги. Также он показывал тоже такое же присутствие отрицательной энергии этажом выше, ровно над тем же местом. И еще этажом выше показывало, ну, легкое присутствие. И, в общем, он все-таки оказался прав, потому что одна из сотрудниц, которая как раз-таки рассказывала мне про шаги и прочее, они как раз однажды ночью вызывали духов, гадали на блюдце, и они как раз это проводили именно в том кабинете, где я лежал, то есть где была такая вот активность. На этом у меня истории не заканчиваются, потому что было еще пара интересных эпизодов. Кстати, на самом деле за все 2 года прям таки реально неспокойных дежурств у меня практически не было. То есть это было только несколько ночей. Правда, какую-то закономерность я выявить не мог. Единственное, что могу сказать, что летом это практически никогда не происходило. Зимой это могло произойти, ну, в любой день. Это не было связано ни с полнолунием, ни с церковными праздниками или с чем-то еще. Например, один случай был, когда однажды ночью я вдруг услышал, как будто что-то упало. Такой дум. Я еще думаю, что такое? И вдруг слышу, как кто-то начинает играть пианино, которое находилось в актовом зале ровно надо мной. То есть я сидел внизу на вахте. И, честно говоря, у меня идти и проверять желания совершенно не было. Кстати, это не была какая-то конкретная мелодия. Казалось, как будто ребенок балуется там по пианине, короче, стукает. Конечно, можно было бы списать это как-то на грызунов, которые там были. Но на самом деле, как бы ни одной мыши за все время я не видел. То есть я хотя бы видел бы, наверное, во время обходов их помет хотя бы где-то. Ну, то есть, если мыши в помещении есть, то их присутствие, оно каким-то образом бы обозначилось. Например, их можно было бы увидеть в камеру, или кто-то из сотрудников мог сообщить, или сменщиков. Ну, как бы грызунов в этом помещении не было. Ну, и тем более там как бы особо-то и не было бы чем им питаться. Вот. Я такой сижу внизу, слушаю это пианино, и мне становится реально жутко. Проверять совершенно не хочется, потому что для этого мне нужно подняться наверх. Актовый зал находился между 1-м и 2-м этажом. И сама лестница темная, то есть там надо было прямо этот свет включать, когда нажимаешь. Там стартеры еще довольно-таки старые были на лампах, лампы дневного света, и они зажигались не сразу. И, короче, ты стоишь где-то секунд 5, ждешь, пока лампы разгорятся. Потом идешь дальше, там опять темный участок, нужно включить, наверное, 2-й ряд ламп. И на 2-м этаже, чтобы светлее было.
Но тем не менее актовый зал это просто темная такая большая комната. Во время обходов я постоянно в нее заходил. И, ну, потому что там иногда забывали закрыть внешнюю дверь. Но это происходило в основном весной, летом, ну, когда нужно было реально проветрить помещение. Вот. Зимой-то там было прохладно, как бы необходимости не было. И, в общем, чтобы туда осмотреть это место, нужно было зайти в этот актовый зал. То есть даже без всяких там шумов посторонних было довольно-таки жутко, потому что нужно идти во тьме несколько шагов и только там вот нащупывать выключатели, и опять же они выключаются не моментально. И надо как бы опять во тьме стоять и ждать, пока нормально разгорятся лампы. Это был такой своеобразный аттракцион. Там на работу я ходил с ноутбуком, ждал, когда все уйдут. В это время я смотрел фильмы. Потом, после того, как все ушли, я закрывал дверь на засов внешнюю и начинал обход. Но обход я делал обычно довольно-таки поздно, часов в 11, например, потому что, в принципе, это было, как сказать, не так важно, когда ты сделаешь обход. Главное, чтобы ты успел это сделать, ну, не утром. Потому что там бывали такие вещи, то что кто-то забыл кран завинтить, или же забыл окно, или могли обнаружиться забытые кем-то предметы. Их как бы спускаешь вниз и держишь на вахте, чтобы кто-то забрал их потом. Собственно, во время одного из обходов я столкнулся с очень интересной вещью. Я поднялся на 3-й этаж и иду, у меня в руках емкость для ключей. Я еще ключи вешал на край, чтобы прямо по номерам было. И было удобно каждый кабинет осматривать. Я такой беру, открываю один кабинет, открываю второй кабинет, прохожу, и у меня остается уже 2 кабинета в конце коридора. На каждом этаже там было, ну, приличное количество кабинетов, точно не могу сказать, но штук, я не знаю, ну больше 10. Потому что на разных этажах их количество было разное, я так уже наизусть не помню. И, в общем, когда подошел к концу коридора, осталось 2 последних кабинета. Там стоял стул в конце, перед подоконником. И я хотел поставить емкость для ключей на подоконник, чтобы мне удобно было с последними ключами работать. И чтобы руки разгрузить, потому что открывать дверь, держать эту емкость в руках было не очень удобно. Я такой несу, подхожу, и вдруг передо мной стул сам по себе от меня отодвигается назад на несколько сантиметров. Еще с шумом так, потому что полы каменные, ножки такие металлические. И он прямо так шумом так вот отодвинулся. Я еще такой, ну, мне обзор немножко емкость это закрывает. Я еще такой думаю, я, может быть, случайно стул пнул. Я такой вниз смотрю и понимаю, что между мной и стулом расстояние, ну, приличное, вот столько. Но я не знаю, это надо, наверное, иметь серьезное неврологическое заболевание, чтобы на таком вот расстоянии предмет пнуть и как бы этого не заметить, не почувствовать, и чтобы нога обратно потом вернулась в исходное положение. Я думаю, это крайне маловероятно. И знаете, что я сделал? Я просто-напросто сделал вид, что я проигнорировал это происшествие, потому что есть такое предписание, то что когда что-то происходит необычное, это как раз таки в одной из страшных историй, которые я раньше публиковал, говорилось о том, что если происходит что-то необычное, когда ты сталкиваешься с чем-то таким, нужно делать вид, что ничего не происходит. То есть если ты прямо не сталкиваешься с каким-то реальным актом агрессии, лучше сделать вид, что ничего не происходит, и очень высокая вероятность, то, что все будет спокойно. Я такой с невозмутимым видом последние 2 кабинета проверил, хотя было немножко страшновато все-таки, но я виду не подал и спокойно как бы завершил обход. Что я могу сказать?
Я не ручаюсь, что все было бы спокойно, если бы я с диким воплем побежал бы обратно. Не исключено, что стул начал бы ездить за мной и так далее, потому что, ну, по крайней мере, судя по историям, которые люди мне рассказывали, если прям бурно реагировать, то могло что-нибудь произойти еще более страшное. Поэтому я рекомендую держать себя в руках, быть спокойным. И, кстати, когда у меня действующие работники спрашивали что-то вот, типа, а ты что-нибудь видел и так далее, слышал, я говорил нет. Потому что, во-первых, я не хотел пугать людей, во-вторых, как сказать, ничего прям реально опасного там не происходило. То есть, если бы там что-то такое как бы могло быть, то оно бы случилось. Но ни о чем опасном я ни сам не слышал, не сталкивался. Кстати, я единственное, что могу сказать, что не так далеко от этого места было довольно-таки большое захоронение. Вычислить это место будет сложно, потому что на самом деле город Якутск, он построен на достаточно большом количестве кладбищ, потому что церквей, приходов, монастырей у нас было достаточно много, поскольку город, по крайней мере, по меркам Сибири и Дальнего Востока, он довольно-таки старый. И поэтому захоронений в центре города было достаточно много. Вот, как бы так. Если вам было интересно, то как-то реагируйте. Я не знаю, комментарии, лайки и так далее. Хоть я за лайками не гонюсь, но мне будет просто интересно, хотите ли вы узнать что-нибудь еще из таких вот вещей, потому что это мое первое пробное видео, где я решил рассказать такие вот байки из ночного фольклора города Якутска.